несколько человек, и мы за столом и тортиком обсудим, что происходит у нас в Якутске. Вот. Ну и в других городах России. У нас тема выбрана комфортная городская среда. Вот, но если интересно, я могу что-то, я не знаю, рассказать. Конечно, интересно. Во-первых, мы почему-то были уверены, что будет лекция, потому что увидели, что вы в Алма-Ате, да. Собрали там огромное количество людей, молодежи, которым было очень интересно именно. Мы подумали в таком формате. Да. Вот, кстати, в Алма-Ате там потрясающие, там почему-то люди оказались, на удивление, вообще самые, как сказать, не безразличные, если так мягко сказать, потому что я там был в 2014 году и написал короткую заметку, у меня вообще было там несколько часов все пробежаться по городу, я пробежал по городу и там что-то про них написал. И у них там полгода это было просто главной темой. То есть, начиная от того, что я обратил внимание, что они все ездят на больших белых внедорожниках, и заканчивая, что у них невозможно по городу перемещаться, потому что, как и многие города, особенно азиатские, в Алма-Ате сделано все для тех, у кого есть деньги, у кого есть большая красивая машина, и тогда ты себя чувствуешь полноценным человеком. А если у тебя машины вдруг нету, или если ты подросток и не можешь ездить на машине, если ты пенсионер, то ты себя чувствуешь человеком второго сорта, тебе там даже тротуары не оставляют часто. И, в общем, жить в городе не очень комфортно. И, кстати, примерно такая же ситуация, я не говорю там про машину, ну, просто достаточно посмотреть, постоять на остановке, посмотреть, как бабушки залезают в пасеки. Вот. А все знают, что пасеки были придуманы для того, чтобы трупы в деревнях перевозить. То есть это, по сути, служба ритуал, гробовозка. А потом ее решили такой сделать гражданский вариант и сделать этого автобус. Конечно, это не автобус. То есть просто можно достаточно посмотреть, как бабушка в этот пасек забирается с такими мучениями, она там держится, падает, ее там пассажиры там затаскивают, вот, чтобы эти пасеки на что-то более комфортное заменить. Вот. Но на самом деле многие проблемы они происходят ровно потому, что люди, которые принимают в городе решения, от которых что-то зависит, они сами по городу не ходят, и они плодами своего труда, если говорить про городскую среду, не пользуются. То есть, опять же, возвращаясь к Алма-Ате, у них за 4 года, чтобы это не было, произошли кардинальные реформы. Там пришел новый аким, это местный мэр, и он решил город развивать. Значит, что они первым делом сделали? Они вызвали Яна Гейла. Для тех, кто не знает, Ян Гейл это такой дедушка, ему 81 год, один из величайших, я бы сказал, урбанистов, сейчас можно сказать урбанистов, архитектор, как раз консультант по городской среде, который, у него есть агентство Gale Architects, который ездит по разным городам и консультирует города, как им стать удобными для людей. Вот. И, собственно, расцвет его бизнеса, когда как раз пришелся на последние, наверное, лет 20, когда начали развиваться азиатские города, когда начал развиваться Китай, некоторые города бывшего Советского Союза притянулись, и его начали туда приглашать, потому что в Европе уже делать в принципе нечего, там как города комфортно. А тут вот выяснилось, что есть еще непаханное поле, и вот Ян Гейл начал есть всех консультировать. Консультировал он и Алмату, но там, конечно, он натолкнулся на местный менталитет, и то, что он давал советы, это не всегда правильно воплощалось в жизнь, потому что одно дело он что-то посоветовал, а когда доходило до реализации, там находились какие-то местные свои подрядчики, которые там что-то делают. Вот. И Алма-Ата, с одной стороны, очень круто то, что они взяли такой тренд на комфортную городскую среду, они начали делать там сеть велодорожек, начали делать новые пешеходные улицы, но, к сожалению, опять же, просто то, что все это дело делается людьми, которые не имеют ни малейшего представления о том, что они делают, для чего они делают. Ну, то есть не должен велодорожки проектировать человек, который не катается на велосипеде. Вот, это невозможно сделать хорошо. Вот. И то же самое касается городской среды. Если мэр ездит целыми днями на автомобиле и не пользуется городской средой, он никогда комфортную городскую среду в городе не сделает. Зато достаточно ему будет один раз проехать по неподготовленному маршруту без камер, без подготовки, сразу сделать много выводов. У меня для мэра даже есть такая игра, когда берется город и компьютер случайным образом выбирает два адреса в этом городе, и задача без помощи такси личного автомобиля от точки А в точку Б поехать.
Вот, обычно получается очень весело, там журналисты могут присутствовать. Пока, правда, никто не соглашался, я не знаю. Вот, может быть, у вас там глава города согласится, вы ему там потом предложите. Вот. Обычно человек очень много узнает про город, про инфраструктуру, и тут потом начинаются какие-то реформы. Вот. Что можно сказать про Якутск? Я, кстати, только недавно осознал одну потрясающую вещь. Ну, Якутск мне нравился и до этого. Я как первый раз приехал, можно сказать, влюбился в город. И до сих пор очарован, поэтому, может быть, моя оценка будет не совсем объективной, потому что мне нравится вообще все. Но нет, холод. Я уже неоднократно говорил то, что вы совершенно недооцениваете тот потенциал, который есть, и используете его, не знаю, там, на несколько процентов из 100. То есть я объехал весь мир и могу сказать, что вот в плане экзотики, вообще атмосферы всего остального, Якутия, вот, наверное, номер один. Даже в масштабах России есть там распиаренный Байкал, Камчатка, какие-то там, ну, Москва, Питер, понятно, такие туристические направления, но Якутск это знают единицы, и там и внутри страны мало кто вообще добирается. Вот. По идее, здесь должен быть огромный международный аэропорт, каждые 5 минут должны приземляться большие самолеты, а у вас даже гостиница там раз-два и обчелся. Так что есть куда развиваться. И недавно, совершенно случайно, когда я начал писать про, все вы знаете, есть эта замечательная программа, формирование комфортной городской среды. Да. Вот. И, кто читал мой блог, видел вот эти потрясающие примеры, как это делается. Это как раз хороший пример, как делать не надо. Понятно, зачем Единая Россия там, вместе с Минстроем все это дело запустила. Там, выборы, везде можно, есть хороший повод попрыгать со своими флагами, устроить там какие-нибудь шоу-праздник. Вот. И я начал брать какие-то примеры, а далеко ходить не надо, потому что там обычно всякие дурачки сидят, которые сами и выкладывают. То есть они еще гордятся тем, что они делают, а делают они какую-то откровенную фигню, но они гордятся, выкладывают отчеты, поэтому я начал просто писать посты на основе того, что Единая Россия выкладывает на свои региональные сайты. Я написал несколько постов, и потом мне звонят из Минстроя и говорят, слушай, ну ты нас ругаешь, вообще-то у нас там есть хорошие примеры. Я пришел с ними там, побеседовал, они, конечно, меня не убедили, что есть хорошие примеры, вот, но в конце я им сказал, слушайте, давайте мы с вами так договоримся. Вы пришлите, вы же по всей стране делали программу, во всех регионах там какие-то тысячи, сотни этих дворов общественных пространств переделали. 19 тысяч. 19 тысяч по России в этом году. Я говорю, вы мне из этих там 19 тысяч, вам есть ведь наверняка то, чем вы гордитесь, есть ведь наверняка что-то хорошее, что вы сделали. Вот, они говорят, хорошо, мы тебе пришлем, а ты потом это напишешь. Я говорю, договорились. Проходит неделя, я думаю, они уже забыли, потому что ничего нормального не найдут. И через неделю они мне присылают всего 3 проекта, которые, на их взгляд, удачные. И один из этих проектов Якутск, кстати. Вот. И проект действительно удачный. То есть то, что я видел, по крайней мере, по картинкам, я не видел это в жизни. Вот. А можно, ребята, там презентацию включить? Я вот как раз принесла то, о чем Илья говорит. Вот это, да? Да. Это вот. Мы сейчас его покажем. И раз уж мы говорили о Якутске, позвольте чуть-чуть вкратце. Да, вообще, конечно, этот проект что дает регионам? В первую очередь, это деньги. Много лет вообще денег на благоустройство не выделялось по России в целом. И какой бюджет какого города мог бы потянуть вообще? 2 года назад надо мной наша структура окружной администрации смеялись откровенно в части того, что говорили, ну что вы имеете, какое может быть благоустройство, когда надо строить детские сады, что там у нас, школы, социальные объекты. Так, вот нормально пошло. Вот. Ну и понятно, что по всей России вот такого уровня благоустройства деньги зарываются в асфальт. Когда мы начинали в прошлом году говорить, у нас ситуация в городах такая, на самом деле, аховая, что асфальт катастрофически нужен, особенно у нас в городе. Вот поднимите руки, кто скажет, что нам не нужен асфальт.
Ну, нет таких людей, асфальт нужен. Вот мы, естественно, начали делать асфальт. В прошлом году из 21 двора, которые мы построили, значит, только 8 дворов у нас получились так называемые приоритетные. Вот один из дворов здесь, это Дзержинского 9, это инициатива самих жителей. Вот здесь присутствует Александр Якунда. То есть сами люди понимают, что там было более 40 гаражей на этой территории. Вот, понятно, что по муниципальной программе мы это все закатали в асфальт, или я. Но ребята вот сами инициировали и через народный бюджет добились того, чтобы хоть какая-то там прорезиненная площадка была. Вот. Также мы сделали 7 проектов индивидуальных. Вот как раз это двор вот такого вот, в таком состоянии. Здесь, изучая опыт Москвы, изучая вообще подходы, да, мы понимаем, что у нас надо делать город без пыли, закрывать. И тут вот постарались разные там фактуры использовать. Это дерево, то, что у нас очень подъемно, там площадка, понятно, щебенка какая-то. Вот такого плана дворы мы сделали в автодорожном округе. Здесь мы ошиблись с тем, что оставили песок. Вот у нас в Якутске, к сожалению, песок это плохо. Мы сейчас вот свой опыт, ну, достаточно, как сказать, оцениваем. Вот. Ну, основные дворы вот такого характера, значит, здесь было много разных проектов, дизайн-проектов, вот обратите внимание. Реализация, ну, в какой-то мере более-менее там где-то что-то получше, где-то что-то похуже. Были стандартные дворы обычные тоже. Вот. Что касается общественных пространств, у нас в прошлом году 9 общественных пространств. Основной проект, на который мы делали ставки, это так называемый бульвар учителя, мы его делали с Аней Андреевой, это московский ландшафтный архитектор. Мы с Московской архитектурной школой позапрошлом году проводили воркшоп специально по этой теме, приглашали специалистов. У нас участвовало 32 молодых архитекторов, в том числе, значит, 12 из разных стран и городов. Вот. Мы работали над этой территорией. Вот. И в прошлом году мы ее начали делать, но однако и уровень наших подрядчиков, плюс на этой территории нашли археологический раскоп. То есть федеральное законодательство в части археологии, к сожалению, нами не было учтено. Нашли археологию, и, к счастью, подрядчиков проект был слегка немножко приторможен. В этом году мы его, конечно, продолжим. Здесь мы использовали лиственницу. В общем, интересный достаточно проект. Акцент должен быть на озеленении. То есть это должен быть парк. Вот. Здесь вот такая брусчаточка. Все по-умному. То есть с ребятами мы все это делали. Очень много тоже разных мероприятий проводили. Соучаствующие проекты людей вытаскивали. Спрашивали, что там делать, детские площадки. Вот. Второй проект, на который мы делаем ставки, это был Быстрое озеро Талово. Здесь мы еще в 2014 году приглашали Алексея Муратова, тоже изучали опыт московский, проводили разные опрос населения, что люди хотят. Проект прошел через архитектурный конкурс, значит, выиграла наша местная компания. В итоге подрядчик вышел в этом году, ну и пока мы, опять же, к сожалению, не видим результатов хороших. Мы начали с моста, где-то порядка 200 миллионов сам проект стоит, сметная стоимость. Вот. В этом году мы выделили всего 17 миллионов, начали делать мост, но пошагово пойдем. Небольшие проекты, вот типа городской скульптуры, очень много бурных споров вызвал этот интересный проект, на самом деле, когда памятник бурникам без лица. Многие тут спрашивали, что это, зачем это, почему вы его поставили, ну почему вот тут вот, где люди ходят. Ну, интересный проект. Вот, ну, вот такой вот план проекты тоже делаем, пытаемся реализовывать. Вот интересный проект был по скверу строителей, кстати, Джумал Субанит, это не строй, когда они смотрели, отслеживали, тоже проект не понравился, но знаете, в чем проблема у нас? Вот я как главный архитектор, проблема в том, что нет понимания на уровне вот, команды. То есть если мы со стороны архитектуры что-то там пытаемся делать, какие-то проекты у нас ребята интересные, проектируют, есть понятие заказчики муниципальные, которые потом объявляют эти подряды. И есть понятие подрядчики, которые тоже далеки от всего. То есть вот иногда есть хотелки, есть проекты, и даже из этих проектов мы не всегда можем сделать что-то стоящее. Вот в прошлом году мы сделали такой прорыв немножечко по скамейкам. Значит, вот разработали дизайн, провели конкурс тоже с национальными элементами, немножечко вот подрядчики что-то постарались. Вышли, и когда маленький проект, когда архитектор работает с авторским надзором, оно что-то получается. Но когда я выступала на съезде Союза архитекторов, я вот специально акцентировала вот этот проект, потому что такое наши скамейки? Наши дворы в шоке от наших скамеек. Посмотрите, что там во дворах творится. Плюс к тому, что есть проекты, есть подрядчики, которые тоже должны быть на определенном уровне. Есть понятие эксплуатирующей организации, это управляющие компании, СЖ. Ну, в каком состоянии дворы? Что-то там не сделать, там, грубо говоря, что-то пропадает вверх. Вот в таком состоянии. Вот наши скамеечки новые, мы их ставили, просто некуда ставили. Понимаете? Поэтому работать надо. Сейчас мы понимаем, что по разным направлениям, в принципе, что-то стараемся делать. Вот. И поэтому я вот хотела показать, вот буквально сегодня мы прилетели большой командой, 22 человека, значит, это была чисто моя инициатива.
с моей коллегой, архитектором Марией Скрябиной. Мы приехали из Сеула. Значит, мы вывезли такие проектные команды, значит, в составе заказчики муниципальные, архитекторы и подрядчики. И вот смотрите, что мы делали в Сеуле. Мы хотели, вот как вы показываете, мы все трогали, мы все лазили, мы везде, значит, обсуждали. По вечерам мы занимались разработкой технических заданий. Значит, здесь были даже и архитекторы и на уровне замглавы представителей из муниципальных районов, которые из города Якутска. Вот, и везде, значит, что касается материалов, что касается обустройства, мы облазили все общественные пространства Сеула, мы поездили по набережной, мы облазили все парки, и везде, значит, вот начиная от урн, скамеек, там, покрытий, постарались проработать, и ребята реально, у них раскрылись глаза, были подрядчики, были наши муниципальные заказчики, которые действительно каждый год делают подряды, ну, заказывают какие-то проекты, но не понимают, как это делать. Поэтому все-таки образовательная функция – это мощная вещь, когда нужно выходить и смотреть, вот какие дворы, как это делают. И было отрадно слышать, когда ребята говорили: Ольга Дмитриевна, мы в прошлом году не понимали вообще, что вы хотели. Вот в этом году мы понимаем, в этом году мы хотим, значит, вот в рамках этой муниципальной программы по дворам вот хотя бы один образцовый двор в этом году сделать, вот. Ну и довести наши общественные пространства и дальше продолжать работать в этом направлении. То есть, это инфографика, рекламные конструкции, все, что там касается комфортной среды, мы тут постарались, значит, походить, посмотреть, павильоны, там,